Культурно-благотворительный фонд «Ашана» и аппарат уполномоченного по правам ребенка в Республике Абхазия заключили партнерское соглашение с международной благотворительной организацией «Справедливая помощь» доктора Лизы. Доктор Лиза – это Елизавета Глинка, российский врач, реаниматолог, филантроп и общественный деятель, известная своей благотворительной деятельностью по оказанию помощи нуждающимся. Доктор Лиза погибла в 2016 году в авиакатастрофе, но навсегда стала символом доброты и сострадания. Сегодня организация, созданная ею, продолжает работу под официальным названием «Справедливая помощь доктора Лизы». Руководитель фонда «Ашана» Мактина Джинджолия говорит, что подписанный документ не просто формальность, а реальный инструмент для более эффективной помощи детям, которая так им необходима. За 14 лет существования фонда он оказал адресную помощь в лечении более 600 детей. Какие конкретно возможности открывает соглашение и в общем о деятельности благотворительной организации мы сегодня и поговорим. Вы смотрите программу «Пациент». Мы выходим в эфир по вторникам на канале Абхазского телевидения. У нас появились партнеры в Армении, в Турции, в других европейских странах. Мы когда призываем, говорим о том, что даже ваши 10-20 рублей в совокупности уже большая помощь. Дети, которые получают лечение у наших специалистов, они видят положительную динамику, то есть дети, которые не ходили, начинают ходить. За 3 года мы обследовали около 120 детей, и большая часть из них, они обращаются в наши фонды для того, чтобы мы отправляли их на нейрореабилитацию. В среднем копилка у нас может быть и 3000, и 5000, и 8000 рублей, но есть и 50. Доверие, которое из года в год не меняется, связано с основными незыблемыми принципами нашего фонда. Это прозрачность, открытость и отчетность. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» существует почти 14 лет с того дня, когда была запущена основная акция «Спасем жизнь вместе». А было это 15 ноября 2011 года. За этот период на благотворительные счета фонда поступило 192 миллиона рублей. Благодаря этим средствам адресную помощь получили 630 детей, которые прошли более 700 курсов лечения. Среди этих детей были те, кому помогали периодически, так как диагноз был тяжелым и требовал регулярного лечения. Изначально мы сотрудничали только с Российским фондом помощи, Русфондом. Это был наш генеральный партнер. Первый директор фонда Дживейра Колосов заключила соглашение с Русфондом, и мы работали только по 6 направлениям, диагнозам и только с клиниками-партнерами Русфонда, которые находятся только на территории Российской Федерации. Но с 2017 года Русфонд стал закрывать региональные программы, в том числе закрыл и программу в Абхазии. Изначально у нас была договоренность с ними, что 70% от стоимости лечения собирает Русфонд, а 30% мы собирали здесь в Абхазии и отправляли в клиники Русфонда в Россию. Но с 2017 года ситуация поменялась. Мы все 100% от стоимости лечения собираем здесь в Абхазии, и мы расширили сеть клиник-партнеров. Помимо клиник, с которыми работал Русфонд, мы стали договариваться с новыми клиниками, со специалистами, которые находятся в различных городах, регионах России, не только России. У нас появились партнеры в Армении, в Турции, в других европейских странах. Мы также отправляем детей на дорогостоящие лечение детей с редкими заболеваниями, также в Израиль. Были случаи, когда мы отправляли в Италию, в Германию. То есть с 2017 года мы намного расширили базу клиник-партнеров, с которыми мы работаем. Также мы оказываем детям практически со всеми заболеваниями, которые подлежат лечению.
Единственным учредителем фонда является московский бизнесмен Беслан Шакая. В 2017 году директором Ашаны была назначена Мактина Джинджолия. Штат фонда состоит из 10 сотрудников. Постоянно в офисе работают 4 человека, остальные находятся на фрилансе. Фонд Ашана постоянно расширяет круг своих партнеров, в числе которых организации, действующие на территории Российской Федерации. В этом году у фонда появились 2 новых российских партнера. Это фонд «Круг добра» и «Справедливая помощь» доктора Лизы, с которыми были заключены соглашения. «Справедливая помощь» доктора Лизы – это благотворительная организация, которая оказывает помощь бездомным детям, раненым и тяжело больным детям. Мактина Джинджолия убеждена, что подписание соглашения с этим фондом позволит более эффективно оказывать помощь детям Абхазии, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и их семьям. Недавно заключенное соглашение с фондом доктора Лизы нам дает возможность направлять детей в различные клиники на территории Российской Федерации. То есть они могут на основе медицинских документов подбирать клиники, лечение, и наши дети, подопечные, у которых есть гражданство Российской Федерации, полис медицинского страхования, могут проходить лечение совершенно бесплатно. Также еще одной возможностью, которую нам дало это соглашение, является то, что родители, либо сопровождающие лица ребенка, они могут проживать в специальных квартирных домах, помещениях, которые принадлежат фонду доктор Лиза. Я считаю это большим успехом и возможностью для родителей, так как чаще всего, помимо лечения, которое покрывает наш фонд, другие дорожные организационные расходы обычно они лежат бременем на родителях. Поэтому такая возможность проживать где-то, сопровождая своего ребенка бесплатно, это очень большая поддержка и помощь для родителей. Также доктор Лиза дает возможность нам, возможности телемедицины, то есть если диагноз не установлен, если непонятно, какое лечение необходимо ребенку, возможно организовать телемост между нашими специалистами из России и обсуждать вопросы конкретного ребенка и понять направление лечения и диагностики. Мы в ближайшее время хотим подготовить список детей, которым необходима диагностика, лечение на территории Российской Федерации, направить нашим партнерам на обработку информации. Уверена, что это партнерство даст нам прекрасные плоды. Конечно же, основным донором фонда являются благотворители. Чтобы привлечь больше неравнодушных людей к оказанию финансовой помощи нуждающимся, сотрудники проводят различные мероприятия, активно делятся информацией в соцсетях, привлекают СМИ. Также они внедряют новые способы сбора средств в проекты, которые реализуются в течение года. К примеру, при поддержке МВД Республики был проведен аукцион красивых номеров или же урок добра, который проводится во всех школах Абхазии 13 ноября. Таким образом, в процесс вовлечены как старшее поколение, так и наши юные граждане, что немаловажно, так как подобные уроки с детства приучают детей к милосердию. Мы видим, что мы не одни, что даже не было никогда сомнений, что, открыв сбор средств, что мы его не закроем. То есть мы это всегда чувствуем, эту поддержку наших благотворителей, и поэтому стараемся придумывать разные способы для того, чтобы людям было легче сделать пожертвования. Если раньше самым удобным способом была отправка СМС на номер 5050, то сейчас людям, мы замечаем, удобнее переводить на карты, допустим. Мы открыли карты Сбербанка, Тинькофф на доверенные лица. Также людям удобно переводить через определенные приложения, где за несколько секунд можно сделать перевод. То есть мы находим такие каналы и заключаем соглашения с этими приложениями, как с нашими местными, так и с российскими. Например, приложение Туба, которое уже на протяжении 5 лет, может быть даже больше 5 лет, работает с нами, где отдельная площадка, где открывается сбор средств на наших детей параллельно нашим основным сборам в Абхазии.
Таким образом, мы привлекаем большое количество инструментов, и ежегодно наши суммы, они увеличиваются, возрастают. К сожалению, даже если бы мы хотели бы, чтобы было иначе, детей становится не меньше, дети обращаются с различными диагнозами, и редкими, и с большими суммами. И нам приходится вот постоянно привлекать, придумывать новые способы. Мы замечали, особенно в начале, люди стеснялись переводить 100-200 рублей, вот те же 50. Но мы всегда, когда призываем, говорим о том, что даже ваши 10-20 рублей в совокупности уже большая помощь. И мы замечаем, что у нас есть и переводы и по 20 рублей, и по 50. Видно, что люди жертвуют последние свои остатки, допустим, на карте, но хотя бы на благотворительность. То есть такие, даже мы проводим иногда флешмобы в социальных сетях, переведи свой, хвостик на карте. И люди активно переводят по 20, 50, 200 рублей, не стесняясь. То есть поэтапно, со временем люди пришли к этому. С самого первого дня были установлены критерии отбора детей, которых фонд берет на попечение, и они неизменны. Ребенок должен быть гражданином Абхазии, он не должен быть старше 18 лет. Также ребенок должен быть из социально незащищенной семьи, когда родители не в состоянии оплатить лечение свыше 50 тысяч рублей. Если раньше в основном оказывали помощь нуждающимся за пределами республики, то в последние годы появилась возможность оказывать лечение на месте. В основном это касается реабилитации физической и нейрореабилитации. Для этой цели фонд собирает подопечным необходимую на несколько курсов лечения сумму и оплачивает по договору либо согласно выставленному счету. Одна из приоритетных задач фонда – создание на местах условий для маломобильных детей и их родителей. Вот уже 3 года Ашана совместно с Минздравом реализует проект «Здоровое поколение», основным направлением которого является привлечение из-за рубежа различных специалистов для диагностики, лечения, а при необходимости хирургического вмешательства для наших деток. Я веду ортопедов, травматологов. Один из них – это доктор медицинских наук Данилян Авсеповичикович, который к нам приезжает из Еревана. Он приезжает к нам 1-2 раза в год, проводит консультативные приемы и в дальнейшем проводит оперативное лечение, если это требуется. Его приезд очень значим для нас, потому что он за один приемный день может осмотреть до 30 пациентов и бывает даже более. То есть это колоссальный труд, колоссальная работа и большой вклад в здоровое поколение наших детей. Также к нам приезжает врач Чибиров Георгий Мирабович, также врач-нейроортопед, у которого также большой опыт. Он проводит операции на высоком уровне. Есть большой спрос на данного специалиста. Многие результаты мы уже видим сами наглядно. То есть дети, которые получают лечение у наших специалистов, они видят положительную динамику. То есть дети, которые не ходили, начинают ходить. Дети, у которых были наглядные какие-то дефекты, они улучшаются. Глядя на такие результаты, мы, конечно же, хотим продолжать работать с этими специалистами и далее. Также к нам приезжает детский и подростковый психиатр из Ростова, проводит осмотр, проводит консультативные приемы, проводит большую колоссальную работу. И также могу выделить, что это весьма полезно, потому что ранее такие специалисты к нам не приезжали извне и вот не проводили такую объемную работу. Хотелось бы также выделить то, что наша акция «Здоровое поколение», она очень важна именно для наших граждан, потому что им не нужно выезжать никуда, потому что это большая нагрузка на родителей, просто взять, выехать с ребенком. Это дорожные расходы, это сопутствующие расходы. А у детей есть возможность, и у родителей есть возможность показать своих детей здесь, в Абхазии. Мы организовываем приемы во всех районах. То есть мы максимально облегчаем
буквально приезжаем к ним домой, чтобы они могли просто прийти, показаться и получить грамотную консультацию от врача. Мы приглашаем этих специалистов в течение года несколько раз. А ближайшая акция, мы приглашаем Чибирова Георгия Мирабовича, который должен приехать в январе и продолжать лечение. Хотелось бы отметить, что приезд врача с одним пациентом не заканчивается одним приемом. Если даже это оперативное вмешательство, есть последующие этапы, которые также нужны, также важны, и их нужно продолжать. То есть после операции ребенку может понадобиться какое-то техническое средство или какой-то второй этап операции. То есть если им вставляют в ножки какие-то, грубо говоря, металлические элементы, эти металлические элементы со временем нужно удалять. И специалист в следующий свой приезд будет заниматься этим удалением. После удаления может быть понадобится тутора, которые также важны. То есть если какой-то из этих элементов упустить, смысл лечения, он теряет вообще свое значение. Поэтому очень важно, что мы берем одного ребенка в свое попечение и от начала до конца стараемся его довести до логического завершения, не упуская какие-то эти элементы. В рамках проекта «Здоровое поколение» Абхазию посещают ведущие специалисты Российского детского нейрореабилитационного центра «Импульс». В последнее время в стране наблюдается тревожная тенденция роста числа детей с задержками психоречевого развития и РАС. И это увеличивает запросы на услуги соответствующих специалистов – неврологов, логопед-дефектологов, нейропсихологов. Они проводят комплексную диагностику для детей, и за 3 года мы обследовали около 120 детей, и большая часть из них, они обращаются в наши фонды для того, чтобы мы отправляли их на нейрореабилитацию. Вообще мы смотрим на рекомендации и отзывы родителей, которые уже ездили в этот центр, и они получили большой скачок в развитии детей, и они видят положительную динамику. И поэтому мы продолжаем с ними работать, и каждый год мы отправляем каждого ребенка, который к нам обратился, хотя бы 2 раза в год, потому что этот интенсив приводит к положительному скачку. Это не только наши подопечные, это дети с проблемами. То есть мы можем проводить отборы в детских поликлиниках, мы связываемся с врачами, детскими врачами, главными врачами, которые к нам привлекают уже этих детей, отправляют этих детей для того, чтобы они уже прошли диагностику. Год назад наш фонд заключил соглашение с фондом «Операция Улыбка». Это фонд, который занимается проблемами челюстно-лицевой патологии. Взрослые и дети, у которых есть челюстно-лицевые проблемы, могут обратиться к нам, и мы уже отправляем их на оперативное лечение в этот фонд. Это в основном люди с такими диагнозами, как расщелина губы и расщелина неба. Эта акция проходила последний раз в Астрахани. Целую неделю врачи из разных городов России, а также из-за рубежа приезжали в Астрахань для того, чтобы провести полное обследование людям с проблемами челюстно-лицевой хирургии. И в этом году мы отправили девочку из Абхазии, которые провели операцию в Астрахани. И если вы увидите ее фотографию, у нас фотографии ее в соцсетях выложены, вы можете посмотреть до и после. Эта девочка очень счастлива, что сейчас она уже может жить полноценной жизнью. Руководитель специальных проектов благотворительного фонда «Ашана» Лана Котрикадзе из офиса направляется в городскую аптеку номер 1. Здесь, как и во многих других местах, установлена копилка добра. Ежемесячно такие копилки вскрываются, тщательно подсчитываются все собранные деньги, заносятся в специальный акт за подписью всех задействованных сторон. В аптеке номер 1 мы освободили копилку. Сумма копилки составляла 8019 рублей. Мы заполнили акт, фамилия, имя мое как руководителя этого проекта. Далее фамилия, имя аптеки, либо магазинов, либо кафе, либо ресторанов заполняет внизу и также расписывается. В среднем копилка у нас может быть и 3000, и 5000, и 8000 рублей, но есть и 50, поэтому в месяц мы более 100 000 точно снимаем с копилок.
По словам сотрудников Ашаны, это один из популярных способов оказания помощи детям. 50 таких ящиков для сбора пожертвований установлены во всех городах и селах Абхазии. Это считается очень удобным способом, так как люди приобретают товары в аптеках, кафе, ресторанах, могут оставлять сдачи. Может, кому-то кажется, что это мелочь, но в месяц у нас выходит более 100 тысяч, в год у нас более 1 миллиона рублей. Мы призываем всех предпринимателей, владельцев кафе, ресторан, аптек, прийти к нам в офис вы можете и установить у себя копилку добра. Либо же мы выезжаем на место, оформляем договор и также устанавливаем копилку. У нас все прозрачно. Мы хотим, чтобы люди понимали и знали, что каждая сумма, которая была посчитана в копилке, ведет отчет. Все отчеты у нас есть в открытых доступах, всегда могут посмотреть. Поэтому мы благодарим за каждый рубль, оставленный в копилке добра. Это большая поддержка для детей. Наши копилки установлены в районах и городах Абхазии, свыше 50 штук. Вы никогда не спутаете нашу копилку, у нас есть фирменный логотип и также указан наш номер телефона, по которому вы всегда сможете с нами связаться. Самую большую поддержку фонд получает от населения. При подведении итогов отмечается, что до 80% пожертвований поступили от простых граждан, до 20% финансы поступают от юридических лиц. Также есть тайные доноры, которые в самых экстренных ситуациях оказывают необходимую помощь. Важно подчеркнуть, что средства, собранные на лечение ребенка, тратятся исключительно по назначению. У фонда есть надежные партнеры, которые ежемесячно переводят средства на содержание фонда. Я думаю, что это доверие, которое из года в год не меняется, даже увеличивается, сумма сборов из года в год увеличивается. Это связано с основными незыблемыми принципами нашего фонда. Это прозрачность, открытость и отчетность. Для нас важно, чтобы человек, который сегодня поддержал фонд любой суммой, будь то 20 рублей, будь то 50 рублей, он знал, куда эта сумма и на кого будет направлена. У нас есть все виды отчетности на сайте. Это и годовые отчеты, ежеквартальные, ежемесячные отчеты, отчеты, связанные с ящиками для сбора пожертвований, и отчеты, связанные со сбором на каждого ребенка. То есть человек, который, допустим, в прошлом году пожертвовал 70 рублей на лечение определенного ребенка, он может по имени ребенка на сайте найти свою сумму, дату и отследить, что именно на него, именно на его лечение эта сумма была направлена. Я считаю, что только так должны работать фонды, которые занимаются сборами частных пожертвований. Без отчетности, доверия и открытости не может быть организована работа, потому что это наша ответственность перед населением, которые сегодня голосуют рублем, чтобы наш фонд мог осуществлять свою деятельность. Мы являемся посредниками между теми, кто может оказать помощь, и теми, кто в этой помощи нуждается. Поэтому наша задача быть открытыми, прозрачными, отчитываться перед нашим населением. Есть партнеры, которые ежемесячно в течение 14 лет нам переводят средства на содержание фонда. И важно подчеркнуть, что мы со средств, которые поступают на лечение детей, не берем ни рубля на организацию своей деятельности. Вот этот офис, зарплата сотрудников, даже бумага, печать, это все оплачивается именно с тех средств, которые поступают от поддержки наших постоянных партнеров, благодаря которым мы сегодня по сей день существуем, работаем и осуществляем благие дела. Благотворительные фонды важны для государства, поскольку они дополняют его социальную функцию, помогая там, где государственные ресурсы и бюрократия не справляются. Они решают конкретные потребности самых уязвимых групп населения, занимаются срочной помощью, реализуют системные проекты и способствуют развитию гражданского общества. Во всем мире общественные организации и государства работают в сотрудничестве, ни в коей мере не подменяя деятельность госорганов, а наоборот, оказывая поддержку и помощь.
Мы работаем в поддержку министерству, в партнерстве с министерством, так как мы всегда с ними на связи. Когда к нам обращаются родители, мы всегда связываемся с представителями министерства, спрашиваем, обращались ли они к ним, есть ли возможность платить лечение или получить медикаментозную помощь ребенку с помощью Министерства здравоохранения. Когда мы получаем положительный ответ, мы всегда перенаправляем, и, соответственно, когда необходима экстренная оперативная помощь, и, скажем, бюрократические моменты затягиваются именно со стороны министерства или государства, тогда у нас есть возможность оказать более оперативную помощь. Вот таким образом мы, как сказать, в партнерстве, в сотрудничестве очень активно и хорошо работаем. Что касается наших медицинских акций и проектов, естественно, без поддержки министерства мы их не можем реализовать. Мы всегда с ними согласовываем и пул специалистов, которые приезжают, которых мы приглашаем, и именно места, где будут проходить там, консультации, обследования. Если это касается оперативного лечения, то, естественно, при поддержке Министерства здравоохранения и Республиканской детской больницы обсуждается подробно каждый нюанс, каждый вид операции, где будет проходить, как будет проходить. То есть у нас есть полное взаимопонимание, взаимопомощь и поддержка. Я считаю, что, конечно, такие фонды, как мы, являются большим подспорьем как для министерства, так и для государства в целом, потому что какие-то социальные вопросы мы можем закрыть. Есть какие-то вопросы более глобального уровня, решаются на уровне государства, но мы в поддержку. История фонда Ашана – это история многих детей Абхазии, которым не повезло родиться с редкими заболеваниями, таких как Аслана Джинджоли, у которой редкий диагноз – несовершенный остеогенез. Вот уже 13 лет она борется за жизнь, и все эти годы ее ангелом-хранителем является фонд Ашана, который периодически организовывает сбор денег, чтобы ее хрупкое сердце продолжало биться. И в этом заслуга каждого, кто хотя бы раз не пожалел денег. Бескорыстная помощь приносит пользу не только нуждающимся, но и тем, кто совершает добрые дела. Добровольно жертвуя средства, время и усилия, человек учится преодолевать свой эгоизм. Главное преимущество благотворительности – воспитание силы воли. Отдавать собственные деньги непросто. Еще сложнее оказывать моральную и физическую поддержку. Но это дает возможность избавиться от пессимизма и нравственного очерствения. На этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы и до новых встреч!